В столице у здания Министерства внутренних дел прошла мирная акция против насилия. Пришедшие на митинг несколько сотен граждан, активистов, блогеров и журналистов высказались по поводу резонансного убийства похищенной 5 апреля Айзады Канатбековой. В частности, собравшиеся скандировали «Позор! Отставка! Министр, уходи!», требуя отставки главы МВД Улана Ниязбекова. А также скандировали слово «женщине», «похищение девушек не традиция» и так далее. Активисты и неравнодушные граждане отметили, что Айзада умерла, потому что милиция не выполнила своих прямых обязанностей. Известный певец и исполнитель Кайрат Примбердиев сказал, что в данном случае есть вина и общественности. Общественность тоже виновата в этом, потому что если в стране происходят подобные случаи, то мы думаем, что это нас, нашей семьи не касается. Значит, это меня не коснется. Но мы должны понять то, что государство – это большой организм, и каждый гражданин – часть этого организма. И это рано или поздно коснется каждого из нас. Уже касается. Из-за такого нашего отношения происходят такие случаи. Мы детали этого организма. В ответ на требования митингующих вышедший представитель МВД заверил, что действиям каждого сотрудника милиции, который имел отношение к расследованию данного дела, будет дана оценка. Также к митингу присоединились депутаты Джогорку Кенеша. Должны прекратиться случаи. Ни одна девушка, ни одна женщина не должна подвергаться насилию, не должна быть украдена. И это не оправдание, когда люди говорят, что это якобы традиция. Сегодня в 21 веке, сегодня в современном Кыргызстане это преступление, уголовно наказуемое. К сожалению, в нашей стране эти традиции, они до сих пор есть. И милиция в случае кражи девушки даже не считает это кражей человека. Потому что девушка в нашей стране, к сожалению, не человек. Далее митингующие направились к Дому правительства, где продолжили акцию протеста. Они продолжали требовать отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. К участникам акции протеста вышел премьер-министр Улукбек Марипов, где рассказал, что тоже обеспокоен вопиющим инцидентом. Также он подчеркнул, что вопрос отставки министра внутренних дел будет рассмотрен в рамках служебного расследования. Но участники акции протеста не стали слушать его. Наберитесь терпения. Я сейчас не могу сказать, чья именно эта вина. Ведется проверка. Обязательно сообщим об ее итогах. Похититель Айзады Канатбековой Замирбек Теңизбаев имел судимость. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы криминальной милиции ГУВД Бишкека Улан Айтбаев. По его словам, Теңизбаев 6 лет отбывал наказание в России за разбойное нападение. Личность потерпевшего мы потом уже изучили, когда мы установили. Он ранее, это со слов его брата, судим в Российской Федерации за разбойное нападение. За разбойное нападение, это со слов только, да? Ранее якобы он был женат на гражданке, не нашей гражданке, и у него имеется двое детей. Это тоже со слов, это все проверяется, потому что международные запросы, все будет отправляться, это проверяется. По личности мы еще дальше, когда запросы придут, мы дадим. Хотя ранее в ГУВД сообщали, что мужчина был судим за разбойное нападение, позже стало известно, что Замирбек Теңизбаев имел несколько судимостей. В 2008 году его осудили на 3 месяца за кражу, в 2009 на 2 года за грабеж, в 2012 на 5 лет и 6 месяцев за разбой и вымогательство. 29 июня 2017 года освобожден из мест лишения свободы и депортирован в Кыргызстан. С 30 июля 2020 года гражданину запрещен въезд на территорию России. Как стало известно, правоохранители сегодня задержали еще 2 подозреваемых в похищении Айзады Канатбековой. На вопрос журналистов, собирается ли уходить начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев в отставку, ответил, что не собирается, и аргументировал это тем, что он должен довести это дело до конца. Я должен раскрыть это дело. На сегодняшний день стоит задача задержать всех подозреваемых и довести это дело до логического конца. Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя 2 дня ее и похитителя нашли мертвыми. Сегодня прошли похороны в Балхче, в родном городе Айзады. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву увели в РОВД Джаильского района. Марс Бюдешев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, осужден на 20 лет лишения свободы. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки. Азамат Кенжешев, Нурболсун Турганалиев, Нью ТВ.